Китайский правитель, который жил в период с 1050 по 980 годы до нашей эры, оставил в своих хрониках информацию о кыргызах. Такой факт выяснили ученые-историки Поднебесной, изучавшие китайские летописи. Историки КНР продолжают собирать информацию о кыргызах в исторических материалах, изучают летописи в музеях, библиотеках и архивах Китая. Если до этого первые упоминания о кыргызах в период до 201 года до нашей эры были опубликованы в труде Шидзы историка Сыма Цзяня, то теперь через официальные летописи Китая история кыргызов передвигается еще на 8 веков назад. Название кыргыз присутствует в документах X века до нашей эры. Кроме того, по результатам исследований летописей китайскими учеными найден документ из 2800 страниц, относящийся к эре Манчжу. Документы переведут на современный китайский язык. Не исключено, что это позволит выявить новые факты. Эра Манчжу – это время с 16 по 18 века. Документы, относящиеся к этому периоду времени, еще не переведены. Если мы найдем средства на перевод этих материалов, думаю, будут найдены новые открытия. Кыргызстан и Китай продолжат исследовать архивные документы вместе. Этот вопрос обсуждался профильными ведомствами стран в рамках госвизита президента Сооронбая Джейнбекова в КНР в июне прошлого года. А в августе глава государства с группой ученых Китая обсудили вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Президент поручил фонду МУРАС продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа. В январе текущего года председатель общественного фонда МУРАС и директор исторического исследовательского института КНР подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Результат не заставил себя долго ждать. В течение короткого времени китайские ученые обнаружили немало соответствующих документов. Это уже третья по счету встреча Сооронбая Джейнбекова с группой китайских ученых. Впервые глава государства принял историков Поднебесной в августе прошлого года и поднял вопросы сбора и перевода китайских архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Тогда фонду МУРАС было поручено тесно сотрудничать с китайскими историками для исследования источников, касающихся кыргызского народа. В апреле 2019 года в рамках рабочего визита в Пекин Сооронбай Джейнбеков еще раз встретился с китайскими учеными на встрече замдиректора исторического исследовательского института Тяньбо и директор Центра евразийских исследований Ли Цзиньсю сообщили президенту сенсационное для кыргызской истории открытие. Известный китайский ученый Ю Тайшан обнаружил, что этноним кыргыз упомянут в источниках X-XI веков до нашей эры, то есть кыргызский народ стал древнее еще на 8 веков. В результате исследования китайских летописей и архивных документов учеными Института исторических исследований Академии общественных наук КНР найдены материалы о китайском правителе, который жил в 1050-980-х годах до нашей эры и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах. Ю Тайшан заявил, что продолжит свои исследования. Нужно отметить, что китайских ученых сильно мотивируют и вдохновляют подобные встречи с президентом. И каждый раз, приезжая в Кыргызстан, они хотят найти какие-то новые данные о кыргызах. Все данные о кыргызах, найденные в китайских архивах, собраны в одном сборнике. Китайские ученые официально вручили ценную книгу президенту Сооронбаю Джейнбекову. Глава государства подчеркнул, что собранные материалы необходимо опубликовать в академической печати и широко распространить. Джейнбеков поблагодарил китайских историков за исследовательские труды и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Издание книги об истории кыргызов стало возможным благодаря личной поддержке Сооронбая Джейнбекова. Во время нашей первой встречи в 2018 году мы перед собой ставили несколько целей и хотели выпустить книгу на основе этих материалов. А когда встретились в Пекине, мы почувствовали поддержку со стороны господина Джейнбекова и были очень рады этому. Результаты нашей работы стали возможны благодаря кропотливому труду ученых двух стран при поддержке глав государств Кыргызстана и Китая. Но это только начало большой работы, которую мы с вами начали. Впервые вопрос совместного исследования китайских архивов, касающихся истории кыргызов, был обсужден профильными ведомствами двух стран в рамках госвизита президента Кыргызстана в Китай в июне 2018 года.
В ходе ответного госвизита председателя КНР в Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков вручил китайскому лидеру сборник данных о кыргызах в китайских источниках. Председатель КНР отметил, что у него есть огромный интерес к изучению истории взаимоотношений двух стран, в том числе в древний период. Также он добавил, что инициировал создание академии по исследованию китайской истории, где тщательно будут изучаться все исторически важные события нашего региона.